хитрость, смекалка, а еще мужество, решимость и беспримерная стойкость наших солдат и офицеров. Марш-бросок на Приштину, операция сводного батальона ВДВ России, входившего в состав миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине. Операция по захвату аэродрома стратегического назначения Слатина стала на тот момент эталоном военно-дипломатического искусства. Российские военные показали, что с Россией нужно считаться. Были поставлены задачи, и определена цель, и поставлены задачи, что нужно было делать. Да, мы понимали, я прекрасно понимал, конечно. Мы не знали, что дальше должно быть. То есть мы знали задачу, как военные говорят, задачу дня, да? А вот что дальше, мы пока еще не знали. Мы осознавали, насколько важна для нас это мероприятие, сама операция, и осознавали, насколько это важно для местного населения. В 90-е Европу сотрясали межнациональные конфликты, которые могли привести к геополитической катастрофе. Горячей точкой стала Югославия. ВВС США в обход решения ООН наносили удары по государству. Если бы когда-нибудь слышали, что со слезами на глазах говорил лично мне Радко Младич, командующий вооруженными силами Сербской Республики на территории Боснии и Герцеговины, если бы им показать, что они натворили на нашей земле, они действительно творили там безобразие в течение всех 90-х годов. Но это было начало, и хотели показать, тоже будет и с вами. Россия до последнего пыталась политическим способом противостоять НАТО, но это было неэффективно, и наша страна была вынуждена вести миротворческий контингент. Тогда аэропорт Слатина стал стратегическим объектом в противостоянии. Взять его под контроль было поручено бойцам ВДВ под командованием офицера десантных войск Юнусбека Евкурова. То, что выполнено настолько безупречно, что, вероятно, противник об этом догадывался, но не знал. И видел где-то на каких-то этапах колонну, но не понимал, для чего и как. И только потом, когда это все свершилось, понял, какой стратегический был замысел. В этом была и, наверное, игра Верхнего штаба о том, чтобы все-таки через радиоигру, через какие-то вещи войти в заблуждение, чтобы только в последнюю секунду противник понял, что для чего мы это делаем. Совершить марш-бросок из Боснии до Косово российские бойцы обеспечили плацдарм для прибытия российских военных. Но на подходе были не только они. На территорию Косово вступили британские части и военнослужащие французского батальона. За месяц до броска майор Юнусбек Евкуров, находящийся на тот момент в составе международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, получил задание в составе группы военнослужащих подразделения российского спецназа скрытно взять аэропорт Слатина под наблюдением и подготовиться к прибытию основных сил. Задача была выполнена безукоризненно. Вот это действие показало, что есть все-таки армия. Вот это как бы вдохнуло в жизнь во самих военных. Вот мне кажется, в этом плане, да, исторически. И мы этим показали, вот ребята, которые в батальоне были, показали то, что при любой ситуации и стране показали, что армия есть, и вероятному противнику показали. Не надо с нами связываться. Не надо думать, что мы упали на колени. Не надо думать, что мы все уже не боеспособны, потому что мы в таких ситуациях, наоборот, еще больше крепчаем. Вот мне кажется, вот эти есть, вот там есть исторический момент. А остальное все это уже такой момент, что военная составляющая там мы задачу выполнили, а политическая составляющая мы опозорились, грубо говоря. Только за одну ночь российская колонна стремительно пролетела по балканским дорогам 6 сотен километров. Борта нашей техники были отмечены триколором. И в Сербии, в Косово местное население, несмотря на позднее время, с радостью и воодушевлением встречало россиян. Машины забрасывали цветами, солдатам передавали еду и напитки. За мужество и героизм 13 апреля 2000 года президент России Владимир Путин вручил звезду героя Юнусбеку Евкурову. Захват аэропорта Слатина. Берем и держим позиции до прихода миротворцев. Вы въехали на территорию Республики Косово.
Кинокартина режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж» посвящена героическому подвигу российских военных. За 7 часов участники спецотряда под командованием офицера ГРУ Юнусбека Евкурова взяли под контроль единственный в регионе аэропорт Слатина, через который планировалось вторжение массированных сил НАТО. Главные герои ленты – российские разведчики Андрей Шаталов, его играет Антон Пампушный, и Бекет Хоев, прототип которого в реальной жизни является герой России Юнусбек Евкуров. Эту роль в картине исполняет Гоша Куценко. Положение критическое. Не уверен, что мы все вернемся домой. И военные термины, особенно термины спецназовцев, разведчиков, я корректировал, подсказывал, по крайней мере. Секретная операция, которая было бы известна. Слово «секретность» из такой операции, оно не девается никогда, никуда. Мы дали почитать нашу версию и получили в ответ, когда она была страниц 220, от Юнусбека, исписанную им его рукой в полетах, в перерывах. Он писал свои заметки, мы их изучали, встречались с ним, рассказывали, к чему мы пришли. Он нам говорил, это могло быть, этого быть не могло. С тех пор минуло 20 лет, но для сербов Балканский рубеж – недалекая история и прошлое. Противостояние за Косово для них не закончено, хоть и затихло. В Сербии Юнусбек Евкуров – национальный герой. Его подвиг помнит и чтят. Майор Евкуров вместе с своей командой изменил судьбу народа. Про Ингушетию на Балканах мы знаем через ваш президент Евкуров, который был у нас на Балканах. На Косово, когда была там ситуация, война на Косово, тогда была русская миротворческая миссия на Косово, которую возглавлял ваш президент Евкуров. Там надо было, чтобы зашли контингент НАТО. Но русские под водством Евкурова зашли из Боснии и Герцеговины, опередили их и заняли военный аэропорт Слатина, который очень важное стратегическое местоположение имеет на Косово. И так всех на Балканах, особенно в Сербии, там, Черногории, часть Македонии, считают Евкуров как герой. Юнусбеком Евкуровым особенно гордятся на малой родине. Его подвиг, мужество – лучший пример для подрастающего поколения. Это событие было переломным для Российской Федерации и для всего мирового сообщества в событиях, которые были в то время в Югославии. В этой спецоперации участвовал наш глава Юнусбек Бамангереевич Евкуров. Новейшая история российской армии Пришнинский бросок навсегда остался примером умелой готовности наших военных действовать в самой трудной ситуации. Именно этот ход показал военную мощь России. Кто знает, как сложилась бы судьба этого народа, если бы отважные бойцы в голубых беретах под командованием Евкурова не помешали началу Третьей мировой войны. Рина Сычоева, Новости 24.